центре для детей с ограниченными возможностями здоровья настоящий праздник. Он открыт на базе колледжа сервиса и быта. Воспитанники весело лопают парящие шарики. Для них это не просто шоу мыльных пузырей, а настоящее волшебство. Яркие эмоции отражаются на лицах детей. Веселая музыка, мягкие игрушки и задорные аниматоры погружают воспитанников в особую атмосферу. После развлекательного представления познавательная часть для более взрослых воспитанников Центра с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в числе гостей мастер спорта по армрестлингу Муса Тибоев и председатель Ингушского регионального отделения Федерации комплексного единоборства Апти Яндиев. По его словам, именно спорт – один из немногих способов физической и социальной реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья. В спорте в первую очередь совершенствуется характер. Воля, целеустремленность, называется быть вопреки всему, назло всем, назло всему, быть выше того, лучше того, чем ты был до прихода в зал, это и есть итог спорта. Есть тренера, которые вам объяснят, научат всему, что вам нужно в этом виде спорта. Самое главное – быть желание, стимул к победе. И все, больше ничего. А то, что вы ограничены возможности, неограничены возможности, это ничего не меняет. Муса Тибоев – яркий пример целеустремленности и стойкости. Его путь в мире спорта начался 2 года назад. Тогда он и подумать не мог, что достигнет таких результатов, несмотря на особенности здоровья. На встрече Муса отметил, добиться успеха в этой сфере может каждый, вне зависимости от физических данных. Главное – иметь желание и силу воли. Спорт физический, физический спорт заниматься дочины, намного. Потому что вот есть пример, ДЦПшник. У него правая рука не работает, вот где-то месяц-два поработал, он тренировался с нами. Уже поэтому во всем есть свои плюсы. Главное не унывать, а работать. Воспитанники внимательно слушают спикеров. Ребята подчеркнули для себя много нужной и познавательной информации, а кто-то и вовсе не новичок в спортивной сфере. Я пришел в этот вид спорта, можно сказать, в этом году. Много интересовался этим видом спорта. Мне было приятно встретиться с такими людьми, знаком с некоторыми людьми, имея общение. Хочу стать более подготовленным, представлять нашу республику. Я очень рад попасть на это мероприятие, так как не только открыл для себя что-то новое, но и был очень, можно сказать, вдохновлен этим. Сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки провели также круглый стол на тему «Инклюзивный туризм. Проблемы и перспективы его развития», участниками которого выступили представители Комитета по туризму Ингушетии, сотрудники Центра занятости населения, индивидуальные предприниматели и другие. На повестке дня стоит вопрос улучшения условий культурного туризма для людей с ограниченными возможностями здоровья. Цель этого собрания – найти оптимальный способ для популяризации туризма среди людей с особыми потребностями. У нас очень много глухих, которые приезжают, хотят интересоваться историей. Было бы хорошо, если бы сейчас совместно какой-то маршрут, опытом поделиться, как маршрут выстраивать, какие наши достопримечательности, какие мы хотели бы добавить. Мероприятие приурочено ко Дню инвалидов. Организаторами выступают сотрудники Центра опережающей профессиональной подготовки. Подобного рода акции способствуют улучшению коммуникаций, поднятию стимула к развитию как у детей, так и у молодежи. К нам в Центр обращаются родители с такими запросами, как «Мой ребенок не смотрит в глаза», они понимают обращенную речь, не реагируют на свое имя. У ребенка проблемы речи, а также проблемы коммуникации. Ребенок не замечает приход гостей, они замечают, не контактируете с детьми, не общаетесь с ними. Конечно, это очень большая проблема для родителей. Я от имени нашего центра, от имени специалистов и от родителей хотела бы сказать спасибо Центру опережающей профессиональной подготовки, руководителям и всему педагогическому составу, что вы помните людей с ограниченными возможностями здоровья.
Международный день инвалидов принят, чтобы не забывали о тех, кому и так приходится сложно из-за проблем со здоровьем. Они хотят быть полноценными членами общества, учиться, работать, развиваться наравне с остальными, и для этого им нужна поддержка. Малика Измайлова, Джамалил Султыгов, Новости 24.